Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сейчас, по традиции, расскажем о самых главных событиях сегодняшнего дня. Павильон Абхазии на ВДНХ планируют открыть в мае текущего года. 69 беспилотников, в том числе над Черным морем, были сбиты прошедшей ночью. Владимир Путин предупредил о возможных диверсиях на Черном море. Панельная дискуссия территории роста стратегии социально-экономического развития прошла в Сухуми. Чтобы помочь будущим студентам, представители Минпросвещения и АГУ проводят с ними встречи и рассказывают о направлениях и возможностях. Павильон Абхазии на ВДНХ планируют открыть в мае текущего года. На данный момент на объекте завершаются ремонтные работы, проходит тестирование коммуникации и оборудования. Гугуц Варданя расскажет подробности. Буквально пару месяцев остается до открытия павильона Абхазии на ВДНХ, а план мероприятий уже четко расписан. График очень плотный, образовательные программы, симпозиумы, круглые столы, музейные выставки, концерты, научные конференции. Особое внимание будет уделено работе с молодежью. Эта площадка станет местом притяжения для всех, кого интересует богатая история и культура Абхазии. Мы очень широко задействуем нашу диаспору, московскую абхазскую диаспору, Всемирный абхазо-абазинский конгресс, с которыми уже есть определенная история взаимоотношений, сотрудничества. Разумеется, мы будем и дальше действовать в этом направлении. И, конечно, здесь обязательно будут происходить мероприятия, которые будут приурочены к тем или иным датам. Вот ближайшая дата – это День Победы, 9 мая. Я думаю, что мы обязательно поучаствуем в тех многочисленных мероприятиях, которые будут происходить на территории ВДНХ, вообще, собственно, в городе Москве. Открытие павильона Абхазии вызывает большой интерес со стороны московского правительства, функционеров администрации ВДНХ, отмечает Олег Барциц. У нас есть уже ряд предложений, которые высказывают различные общественные, культурные, исторические, научные сообщества. И все это в нас внушает оптимизм, потому что я думаю, что Абхазия с ее тематикой, с ее историей, с ее культурой, с ее очень таким динамичным сегодняшним днем, она будет привлекать очень пристальное внимание. Сотрудничать здесь будут и по линии креативной экономики. Это, по словам Олега Барциц, одно из самых важных направлений сегодня. Мы хотим взять самый лучший опыт, перенести его сюда, на нашу эту площадку, на нашу почву. И для того, чтобы развить это в очень интересные, многообразные проекты. Я считаю, что вот недавно состоялась встреча с различными ремесленниками, которых, как выясняется, немало в Абхазии. И эта встреча также вселяет в нас оптимизм. Я думаю, что их продукция, их креатив, их желание работать на этом направлении, мы его перенесем и сюда в том числе. Хочу также отметить, что это наполнение нашей деятельности в нашем национальном центре мы проговаривали с нашими российскими коллегами на уровне администрации президента Российской Федерации. Я думаю, что здесь вот эта совместная деятельность, совместная коллаборация, она будет обязательно востребована, в том числе и со стороны управления общественных проектов администрации президента России. Ну, как известно, недавно президент Республики Абхазия посетил наш национальный центр, осмотрел качество выполненных работ. Это все свидетельство того, что это очень важный проект, это настоящая визитная карточка нашей страны, Республики Абхазия, в этом огромном, амбициозном, историческом, музейном, экскурсионном пространстве в самом сердце столицы Российской Федерации. Одним словом, павильон Абхазии на ВДНХ станет оживленной площадкой, насыщенной событиями. Сейчас здесь проверяют коммуникации, качество проделанных работ перед сдачей объекта в эксплуатацию.
Павильон номер 6 был построен в 1954 году. Первоначально в нем размещалась экспозиция Литовской ССР, а с 1964 года он носил название Академия наук СССР «Химия». Совсем скоро его двери откроются вновь в статусе национального павильона Абхазии. Гугуца Вардания, Абхазское телевидение. 69 беспилотников, в том числе над Черным морем, были сбиты прошедшей ночью Минобороны России. Под атаку БПЛА несколько раз попадала и Абхазия. Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о возможных диверсиях на Черном море. Речь идет о возможных подрывах газопроводов. Помимо этого, стало известно о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие и средства его доставки. Продолжение темы в материале Дамия Акшба. Буквально 24 февраля начальник погрануправления СГБ Рустам Уатипов сообщил о том, что ПВО сбило летающий аппарат над селом Цандрыб-Кагрского района, который граничит с Россией. Также во вторник исполнилось 4 года с начала специальной военной операции. Готовы? Да. Выстрел! Выступая на заседании коллегии ФСБ, президент России Владимир Владимирович Путин раскрыл информацию о возможных диверсиях в Черном море. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый турецкий поток и голубой поток. Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке. Турецкий поток и голубой поток являются газопроводами в Черном море, по которым идет природный газ из России в Турцию и далее в третьи страны. Помимо этого, также стало известно о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие и средства его доставки. Об этом говорит служба внешней разведки Российской Федерации. В настоящее время по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средств его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть ТН-75 от баллистической ракеты подводных лодок М-51-1. Данное заявление спровоцировало волну реакции в России. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос о таком участии Великобритании и Франции поднимут на следующей встрече с США. Он также добавил, что это отразится на позиции России в переговорах по украинскому вопросу. Пресс-секретарь президента назвал намерение передать Киеву ядерное оружие, граничащим с безумием. Представитель МИДа, в свою очередь, отметила, что Европа создала чудовище, которое сожрет их первыми. В ООН на заседании Совета Безопасности также разгорелась дискуссия о тайных замыслах Лондона и Парижа, во время которой постпред России при ООН Василий Небензя пригрозил, что Россия даст отпор, если страны решатся на такой шаг. Подобное развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся неудел в процессе урегулирования по украинскому сюжету, окончательно утратили связь с реальностью. Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов. В свою очередь, Европа продолжает политику по эскалации конфликта вместо поисков его завершения. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, заявила, что так или иначе Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро. Это несмотря на то, что есть страны внутри Евросоюза, как Венгрия, которые выступают против подобного. Также госпожа фон дер Ляйен забыла про невероятный уровень коррупции на Украине, подробности которой всплывают день изо дня. Что будет дальше и перестанет ли Абхазия попадать под атаки беспилотников со стороны Украины? Вопрос остается открытым, пока не будет достигнут результата в переговорах, которые продолжают
подрываться Киевом и его партнерами. Тамий Акашпа, Абхазское телевидение. Панельная дискуссия территории роста, стратегии социально-экономического развития прошла в Сухуми. Мероприятие было организовано Общественной палатой в рамках подготовки гражданского форума «Диалог, согласие, развитие». Основная цель встречи – подготовить конкретные рекомендации по вопросам, наиболее остро волнующим общество. Дискуссия объединила представителей власти, научного сообщества и гражданского сектора. Одно из стратегических направлений развития экономики Абхазии – возрождение сел. Села в Абхазии являются хранителем идеологии культуры и демографического потенциала. Участники дискуссии высказывали свое видение развития сельских территорий республики. По мнению выступающих, Абхазии необходима долгосрочная стратегия для развития села, чтобы вернуть молодежь в села, создать рабочие места и условия для экспорта продукции. Социально-экономическое развитие нашей территории, наших сел. Почему мы решили поговорить об этом? Мы считаем, что это ключевой вопрос в развитии нашего государства, и он является одной из основополагающих частей нашего гражданского форума, который мы хотим провести 12 марта. Тема серьезная, она глубинная. Наверное, обо всем мы не сможем сегодня поговорить, но ключевые вещи все-таки мы проговорим. Национальная идеология нашей страны не может родиться в городе. И село сегодня нельзя рассматривать как подсобное хозяйство, исключительно как подсобное хозяйство. Села Абхазии – это наша комплексная безопасность, демографическая, экологическая, продовольственная, военная. Села Абхазии – это питающий корень социально-экономического развития и культурно-нравственных устоев нашей государственности. Потому наша задача – сохранить и развить культуру, традиции, обычаи, язык. Следовательно, стратегической целью развития района, в том числе и сел, является повышение уровня и качества жизни населения и создание благоприятных условий для экономического роста. Сокращение сельхоззанятости – это объективный процесс. Это объективный процесс, но сегодня обречено. При условии диверсификации сельской экономики, когда высвобождаемые из аграрного производства люди не становятся городскими мигрантами, а находят рабочие места у себя дома и в других отраслях. Именно такую стратегию реализуют многие государства в рамках своей аграрной политики. Нам необходима долгосрочная стратегия, решающая 3 главных задачи: вернуть молодежь, создать рабочие места и открыть двери для экспорта. Необходим комплексный подход, который должен не просто остановить отток населения, а сделать абхазское село центром экономического роста, инноваций и возможностей для нашей молодежи. Во встрече приняла участие председатель комиссии по развитию гражданского общества Омской республики Ирина Сербина. В своем докладе она поделилась большим опытом в сфере развития сельских территорий в Омске. Есть один пункт, на который мы однозначно можем повлиять. Снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных услуг. Когда мы начали работать с молодежью, и на вопрос, почему вы уезжаете, молодые семьи отвечали: нам предоставили жилье, но ребенка в детский садик я привел, он там остался, но никакого раннего развития там нет. А дальше школа, а дальше вуз и куда? То есть вот эти реальные проблемы, с которыми мы столкнулись. До 10% населения Абхазии составляют люди с ограниченными возможностями здоровья. При общей численности населения республики более чем 240 тысяч человек. Количество лиц с инвалидностью достигает более 2000, из которых 748 дети, рассказала руководитель центра логопед Анетта Бганба. Что значит особое внимание? Ну, наверное, это консолидация наших усилий для того, чтобы человек достиг самой высокой своей точки, самореализации. 3 группы мы с вами это знаем, и все по-разному могут участвовать в самореализации, но есть те люди, которые пытаются это сделать. И наша задача – это поддержать.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что поддержка села должна стать приоритетным национальным проектом, а создание условий, при котором дипломированные специалисты будут возвращаться в родные места – стратегической целью государства. Необходимо объединить усилия науки, власти и общества для выполнения этой задачи. Все предложения по модернизации аграрного сектора войдут в итоговую резолюцию, которую примут на гражданском форуме 12 марта. Яна Шакая, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. В Абиги продолжается научная сессия к столетию со дня рождения известного ученого-абхазоведа и археолога и историка Михаила Гунба. Мероприятие открылось накануне и продлится до 27 февраля. В течение 3 дней на сессии выступят более 60 ученых. В их докладах прозвучат ключевые результаты исследований в области истории, этнологии, археологии, литературы и языка за прошлый год. Абиги планирует выпустить сборник работ Михаила Гунба. Учебный год близится к завершению, а значит, перед абитуриентами стоит непростой выбор профессии. Чтобы помочь будущим студентам, представители Минпросвещения и АГУ проводят с ними встречи и рассказывают о направлениях и возможностях, которые предоставляет национальный вуз. Одна из таких встреч прошла для учащихся Гулрыбского района. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека. Заканчивая школу, будущие студенты кропотливо готовятся к поступлению. И здесь и главное не ошибиться в выборе, ведь от этого зависит, как сложится вся дальнейшая жизнь. Я хочу поступить на филологический факультет. Получается, узнала об этом мероприятии от учителей. И меня это заинтересовало. Такие мероприятия дают очень много возможностей, как и наш государственный университет. Получается, сегодня мы узнали очень много нового, интересного. Возможно, я еще пересмотрю свое мнение, так как меня заинтересовал факультет экологии и химии. Завуч собирала детей и предоставили такую возможность, то что если человек не определился с профессией, то могут показать некоторые опыты, и может интерес появиться к какому-либо факультету или другой специальности. Больше всего из всех специальностей, которые я рассматривала в АГУ, больше всего нравится, наверное, экономический. В будущем я себя вижу в этой профессии. На мероприятии были представлены такие направления, как физика, математика, биология, химия, то есть в основном педагогические специальности, как отметила Илона Воуба, главный специалист Министерства просвещения. В основном находятся здесь выпускники, будущие старшие классы, 9, 10, 11 Гулрыбского района. Такое мероприятие проводится по всей республике, по всем районам. Сегодняшняя встреча – это продолжение серии встреч, которые были начаты совместно с Министерством просвещения Абхазии в рамках профориентационных мероприятий. Такие встречи уже прошли в Сухумском лицее-интернате и Ачамчирских школах. Я думаю, что продолжим подобные мероприятия для того, чтобы дети могли ориентироваться в том большом спектре направлений, факультетов, специальностей, которые существуют на сегодняшний день. Почему Министерство просвещения так активно сегодня нас поддерживает? Во-первых, это достаточно заинтересованные люди в поддержке Абхазского госуниверситета, ну и плюс есть острая нехватка педагогов. А те 2 факультета, которые сегодня представлены были, это физико-математический факультет и факультет биологии и биомедицины, являются, наверное, альма-матер самых востребованных педагогов в республике на сегодняшний день. Поэтому подготавливать абитуриентов надо начинать уже с 9-10 классов, для того, чтобы дети ориентировались на те направления, которые мы можем им предложить. Абитуриентам рассказали о направлениях, которые предлагает АГУ, а также какие предметы нужно хорошо знать, чтобы поступить на факультет. На встрече много времени было уделено Олимпиаде «Путь к вершинам». Школьники узнали, как можно поступить без вступительных испытаний, участвуя в ней. В этом году такой удивительный момент, подарок, наверное, для наших школьников. В 10 классе тоже можно будет участвовать в этой Олимпиаде. И по результатам ее быть зачисленным на 5 направлений в Абхазском госуниверситете. Это химия с экологией, биология, физика, математика, география. То есть уже в 10 классе, став победителем Олимпиады, можно знать, что это гарантированно в будущем студент прийти после окончания школы с аттестатом, что важно, с оценкой по данному направлению не ниже 4, уже быть зачисленным на бюджетное место.
После теоретической части последовала интерактивная, где школьники стали свидетелями различных экспериментов. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В четверг, 26 февраля, в Абхазии ухудшится погода, пасмурно, гроза, туман. Температура воздуха ночью 2,7, днем 4,9 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.